Сейчас мы находимся на улице Редзинского и относим медикаменты для Станислава Прокопьевича вместе со своей боевой подругой. Пойдемте. Волонтер. Здравствуйте. Мы снимаем о работе волонтеров. Можете дать комментарий, как часто вы пользуетесь этой услугой? Ну, вообще-то я третий раз. Ага. А как вы узнали о том, что нужно заказать медикаменты? Я звонил на горячей линии. И они мне подсказали, дали телефон, номер. И вот я с ним пользуюсь. Как вы оцениваете их работу? Опять. Отлично. Может, какие-то приветы, что-то есть такое сказать? Ну, пожелание, чтобы так же работали, как работают. Молодцы. Наталья. У меня практика уже вторая неделя волонтерства. Ага, практика, вы учитесь? В Якутском колледже технологии и дизайна. Ага, то есть вы будущий дизайнер? А нет, социальный работник. Меня Семенова Игуана зовут. Я в медицинском учусь, в медицинском институте. Тоже практику провожу. Нам приятно, когда вот Благодарю. благодарят, ну, то есть благодарственные слова есть. Ходим, расписывается, кто пришел, кто нет и так далее. Потом уже дают адреса, и кто на машине, кто пешком. Распределяется и все. Чаще всего очень бывает. Мы входим в положение и вот нам приходится ждать. Там уже есть готовые, они сами дадут, когда мы вот фамилии, ну, данные этих людей, им скажем, и они сами дадут. Один-два человека. Готовые лекарства выдаем по дороге. Мы еще съездим вот в Чернышевского 16, чтобы лекарства передать дедушке. Потом, после этого продукты есть. Продукты на Стадухина 82 едем. После Стадухина мы покупаем где? Продукты вот одной бабушки. Молоко, ну, молочная продукция, и мясо, каша. Они сами пишут, где надо покупать. Сейчас мы возьмем рецепт, потом в аптеку 106-ю, потом уже к дедушке. Здравствуйте. Здравствуйте, можно пару вопросов? Ага. Мы вот журналисты делаем репортаж о работе волонтеров. А расскажите, пожалуйста, вот насколько часто вы получаете вот помощь Вот такую? один раз вот это
Первый раз заказали, я все сама хожу. На подъезде было объявление волонтерской службы. Вот потом нам по телефону еще передавали, звонили. Все телефоны передали, много. А вот сейчас вы насколько часто будете пользоваться? Службы волонтеров, ну когда карантин кончится, тогда и все. Супер. Буду я ходить пешочком или на такси. Волонтеры. Прекрасно работает, отлично работает. Я очень довольна, с марта сижу на самоизоляции. Прекрасно все привозят вовремя. Только им благодарен, сколько я им звонила самим. Что я заказываю? Я заказываю, пельмени, котлеты, творог молочный, только молочное производство. Хлеб невыгинский, вот она привезла мне. Голень, все такое, все. Беру только в магазине или в родном поле, или в московском. Все, это мои магазины. Мы сейчас в магазин идем и там будем покупать продукты для бабушки, которая живет вот в Маяковского 108. Ну, она заказала бифацил, 2 штуки, Овощи. и фрукты. Банан и мандарин. Пакеты сюда. А это потом вы отдаете с чеком, получается? Да. А сколько вот деньги вам кто выдает? Валентина. А? Валентина. Ну, то есть в штабе выдаются деньги, и после этого вы закупаетесь, а потом отчитываетесь по чекам. Да. Нет, по чекам им даем, а сами там говорим. Ту же сумму, которую они дали, мы отдаем обратно. Ага. Либо на свои. Надо покупать, ехать за бананами. Здравствуйте. Здравствуйте. 78, 186. Где? А это? 250. 264. Заходя ко мне. Зачем это? Здравствуйте, мы журналисты, делаем вот репортаж про волонтеров. Можете рассказать, пожалуйста, как часто вы пользуетесь этими услугами? Я в данное время сижу по контакту, да, и поэтому заказала первый раз. Ага. Откуда вы узнали, что вот... Ну, можно- я сама волонтер. С первых же дней я с ними работала. Вот, обратилась за помощью. Всех волонтеров республики я поздравляю с наступающим праздником. Желаю успехов, помогайте пожилым и всего доброго. С наступающим Новым годом!